Чувашская республика совсем небольшая, но ее вклад в борьбу за свободу Родины оказался немалым. За 4 года войны Чувашия послала на фронт более 210 тысяч сыновей и дочерей. Неувидаемой славой покрыты и имена тех, кто трудился в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым для разгрома врага. В годы Великой Отечественной войны в республике было развернуто 17 эвакогоспиталей на 3100 коек, где днем и ночью трудились свыше 700 медицинских работников. Решение о создании эвакогоспиталей в Чувашии было принято на экстренном совещании коллегии Наркомата здравоохранения Чувашской АССР. Уже во второй день войны, 23 июня, трахоматозный центр в Чебоксарах стал эвакогоспиталем номер 3057. Его профилем становится лечение солдат с тяжелыми ранениями ног и внутренних органов. Позже здесь стали лечить бойцов с ранениями глаз. Число коек пришлось увеличить до 400, ведь раненых принимали целыми эшелонами. Кайрановича под Берлином последний эшелон 41 жылда 1 апреля поступать туры, егерне принимать турмар. Гибсен жінде, сан обрабатка туза күлдеп бірде. Хоңғылабек пыйдыземчі, гибсе сниматвасти, аллызем, урызем, веш шотыққына. Хоңғылабек пыйдызем, осем Германинде, демеше уйкенеға. Товарный вагон, багильне улым зарзабаны, осем хайзам галачы офицерзем, унда шысын, унда шыны. Скажем, бурна раситне бузан, бурна раситен вилзегайында, шап сансындені андартақ варны, бурнардан дені военкомат пыданы, шам бақ хош бір салдақсын, күшта вилни де, вырыны де, шукка халде жырашыман, каждый хасад рашас. Сегодня здание по улице Сейспеля, 27 является объектом культурного наследия, поэтому здесь ничего не перестраивали. В военные годы на первом этаже находилось приемное отделение, санпропускник и вспомогательные кабинеты. Второй этаж предназначался под операционный блок, перевязочные и стационар. Третий под стационар, перевязочный и гипсовальные кабинеты. Лечили здесь в основном ранения конечностей с повреждением костей. Пирен вара госпитальде улды хирургистене, большинство еврейзем, Латвин день, Эстонин день, Венгрин день, Австрин день, пурча. Чувашан пер хирургкана, теперь завапчак Андреев Петр Андреевич пурча. Пирен операционный блок, шак пирен бюдженде пысык пул, улды стельче, улды хирург, больной семьсандан эшелонда поступать ухне, перрекиле гаймасыр санда, черет песи врачы, скажем, вижестели след, вижестели канать, вижестада шуржи жидетте унда, вижестели сигурмагает, тогда вижестели семедусасы. Операционный сестризм тоже замбек, вище шештешсе, унда шурсерден тогда вишескейс. Мәлле еврословин жестесі бурынны ебір, еп хамра хам тәлінсеға мәлле сағында сидетен бурынны. Трудно передать словами, насколько благодарны были раненые. После выписки из госпиталя многие из них писали письма, присылали фотографии. Они всегда помнили тех, кто спас им жизнь и, не жалея себя, был всегда рядом. Помнили не только медицинских работников, врачей и санитарок, но и тех, кто помогал вернуться к нормальной жизни, городских жителей и детей, живущих неподалеку от больницы. Вот здесь такое помещение было, что наверху они выходили, смотрели на нас. Наверх, как сказать, балкон такой большой для больных. Некоторые там и больные лежали, конечно. Но вот они на нас смотрели. Мы прыгали. Здесь смотрели, танцы всякие показывали. Надо, не надо. Сами ничего не понимаем. Ну, танцевали для них. Время такое было, что мы много чего не понимали. Война есть войною. Просто хорошо, что мы жили еще тогда, живые были. И что никуда нам не надо было. У нас все-таки, привозили сюда раненых очень много. Прасковья Павловна работала врачом-хирургом в эвакогоспитале номер 3058 по улице Ленинградской. Из-за постоянных операций ей приходилось с собой брать сына. Мальчишка был озорным и шустрым. Пациентам он напоминал о доме, поэтому все его полюбили. Сажали меня к себе на кровать, говорили о том, о сём. И все время, что я запомнил, посылали замороженным.
А с мороженым у нас была тут, по-моему, одна точка на Красной площади. Это надо было от госпиталя вниз там пройти, буквально немного. Ну вот я все время брал мороженое. Съешь одно, они опять посылают. И вот такие будни я там все время терся. Нина Преснякова жила по соседству с АВК-госпиталем. Будучи ребенком, она видела прибытие раненых. Видела, как они шли на поправку, возвращались к жизни и в строй. Раньше были порошки, это сейчас порошков-то нет. Потом эти рыбий жир, там я помню только вот это в тех времена-то. Кальций, горькое, вот это все нам давали, чтобы выжить можно было. Также и здесь. Потом еще рассказали, на этом рыбий жире картошку жарили, вот всем солдатам тоже делали в основном рыбий жир для того, чтобы выжить можно было. В 1943 году госпиталь перевели в город Алатырь. Здесь, в Чебоксарах, врачи вновь стали лечить трахому. Полностью эту болезнь в Чувашии удалось победить только к 1969-му. Для удобства транспортировки солдат госпитали всегда размещались в городах, расположенных вблизи водных путей, транспортного гужевого тракта или железнодорожной станций. Если в Чебоксарах госпитали находились ближе к Волге, то в Канаше недалеко от железной дороги. В городе Канаш были развернуты 2 эвакогоспиталя. В первые дни войны поступил приказ о преобразовании городской больницы в эвакогоспиталь номер 3062. Начальником госпиталя был назначен старший врач Канаша Ананий Ананьев, главным хирургом – врач из Минска Самуил Рудштейн. Подготовка к приему раненых шла днем и ночью. 9 июля 1941 года прибыл первый состав с ранеными. Эвакогоспиталь 3062 находился на улице Больничной. Приказом было утверждено, чтобы разместить 200 коек. Но так как раненых было очень много, размещено было более 500 коек. Работать в госпитале было очень тяжело. Не хватало медикаментов, бинтов, хирургических инструментов. Тяжелейших больных лечили глюкозой и переливанием крови. Не хватало врачей, сестер, санитарок. На 100 больных один врач, одна медсестра, одна санитарка. Но несмотря на все трудности, госпиталь проработал до октября 1945 года. Эвакогоспиталь номер 3070 был организован в ноябре. Под его размещение были приспособлены здания школ номер 2 и номер 13. Этот госпиталь специализировался по приему бойцов с ранами верхних и нижних конечностей. Всего здесь работало более 80 человек, среди которых была и мама Маргариты Казаковой, Алевтина Маркова. Рите тогда было 6 лет, но она всю жизнь запомнила уставшие глаза матери. Вот она приходила только вся измученная, как говорится, после операции. Стояла все время она около стола операционного. Дожила она до 70 лет, 69 лет она скончалась. В 1947 году приказом Министерства здравоохранения РСФСР Алевтине Марковой и Самуилу Рудштейну были объявлены благодарности. Сегодня эти документы и фотографии находятся в Музее славы госпиталя, который зародился здесь 40 лет назад, благодаря учителю истории Нинель Васильевне Соловьевой. Изначально для создания музея, кроме документов, ничего не было. То, что мы видим сейчас, было создано Натальей Витальевной Золотовой в последние годы. Все экспонаты подлинные, времен войны. Их музею любезно предоставили поисковые отряды. На сегодняшний день музей востребован, ведь сюда часто обращаются за информацией и даже приезжают родственники бывших раненых. Недавно приезжали родные бойца Короткова. И когда они в одном из альбомов, где пропечатаны имена всех бойцов, проходивших лечение и умерших, у них дедушка как раз умер в госпитале от тяжелых ран. Вот, и они прям, ну, даже вот в каком-то молчании, что ли, вот, они были очень... Даже на меня это произвело впечатление. И мы понимаем, что эта работа очень нужна. И
до сих пор ведь остались еще люди, которые пытаются найти. Не все знают, например, у них уже родственники состарились, и не все знают, что и не у всех есть возможность поехать или написать в Центральный военный архив. Сегодня на месте школы номер 2 находится Дом детского творчества, а школа номер 13 стала 8-й. Недавно ученики этой школы написали научно-исследовательскую работу об эвакогоспитале и выложили в интернет. Случайно эту работу нашла и прочитала Алла Стасева, внучка одного из раненых бойцов. Потому что она, как неравнодушный человек, как, скажем так, человек, который интересуется историей своей семьи и страны, она сумела попасть в военный архив города Подольска, и там она нашла очень уникальные документы, которые сохранились там. Вот Борисовна, побыв у нас, мы обменялись информацией, и затем она разработала такой вот макет, который прислала готовый уже нам. В октябре 1945 года этот госпиталь переименовали в госпиталь инвалидов войны, и он просуществовал до 1948 года. Архитектурный облик зданий этих школ сохранился неизменным. Оба строения представляют историческую ценность как объекты культурного наследия, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Эвакогоспиталь номер 3459 в городе Шумерля также находился в здании школы. Госпиталь был организован в июле 1941 года в городе Сталино. Из-за приближения фронта госпиталь эвакуировали, и 22 ноября 1941 года он прибыл на станцию Шумерля. Здесь трудились 15 врачей и 63 средних медицинских работника. Профиль госпиталя – общехирургический, ранение конечностей, восстановительной хирургии. За годы войны госпиталь принял более 7 тысяч человек. Сегодня о госпитале помнят, чтут и шумерлинцы, и ученики первой школы. Сентябрь месяц в школе номер 1 – это всегда встреча с историей. Прежде всего с историей своей школы. Нам очень важно, чтобы наши дети, учась в этих стенах, понимали, насколько непростыми были времена в стране, в которой они живут. Как и каким трудом дался каждый новый мирный день. История школы об этом ярко говорит, потому что в стенах этой школы находился эвакогоспиталь. Ежегодно здесь проводится акция «Треугольники памяти». Дань огромного уважения к военному и трудовому подвигу ветеранов. Вклад в сохранение общей исторической памяти. В ходе акции ребята пишут письма неизвестному солдату. Школьники постарше участвуют на открытых уроках и различных конференциях. Так как я учусь в школе номер 1, в которой в годы Великой Отечественной войны был госпиталь, мне стало интересно, как это все было на самом деле, как здесь лечили раненых. Мне было очень интересно углубиться в эту тему. Я общался с очевидцами, с детьми, которые приходили сюда помогать раненым. Я с ними общался. Также было очень интересно пообщаться с тружениками тыла, которые были очевидцами этих событий. Роль тыловых эвакуационных госпиталей, расположенных на территории Чувашской республики, невозможно переоценить. Это очень важная часть истории Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, эта тема мало освещалась и освещается. А ведь еще живы люди, связанные своими личными воспоминаниями или хранящие артефакты своих родственников, причастных к работе эвакогоспиталей. Но их становится все меньше. Обратите на это ваше внимание сейчас. Возможно, среди ваших родственников тоже были труженики тыла. Расспросите у них все. Запишите их воспоминания, потому что потом может стать слишком поздно.